Добрый вечер, в студии Валерий Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала Чечен-Инфо. Думаю, наш постоянный зритель не забыл о том, что этот телепроект обозначен как общественно-политический тележурнал и первая попытка нашего канала создать синтетический жанр, позволяющий в рамках одного часа удовлетворить все информационные потребности. В один час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. Журнал сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. И на этой же неделе в наши обзоры попали сообщения о том, что ансамбль «Войнах» готовится отпраздновать свое 70-летие, что в Грозном построят самую красивую мечеть в мире, что в Чеченской Республике откроется исламское телевидение и даже радио. Но, впрочем, не буду все вам пересказывать. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приятного просмотра. Сегодня в программе. В Грозном построят самую красивую мечеть в мире. Тереку удалось реализовать поставленную задачу в премьер-лиге. Ансамбль «Войнах» готовится отпраздновать свое 70-летие. Это и многое другое в рубрике «Экспресс-инфо». Республиканская МВД на этой неделе начала операцию, целью которой является выявление автотранспорта чрезмерной тонировкой стекол. Рубрика «Дайджест недели» о проблеме тонированных авто и выходе из сложившейся ситуации. В Чеченской Республике откроется исламское телевидение и радио. Чеченские власти отменили Ичкерию. Мисс Москва-2009 отслужил на Северном Кавказе. Рубрика «Ченет-Инфо» с обзором событий глобальной сети интернет. Стремление к миру, добру и созиданию всегда было и будет главной движущей силой в развитии нашего региона во благо великой страны. Об этом и не только в еженедельной рубрике «Тема». Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних и наиболее ярких и общественно значимых публикаций республиканской газеты «Вести Республики». Чеченец, который был знаком с великими русскими поэтами Пушкиным, Жуковским и Вяземским. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе чеченского поэта Айбулата Розена из Дади-Юрта. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная независимая картина событий прошедшей недели. А именно, в Грозном построят самую красивую мечеть в мире. Тереку удалось реализовать поставленную задачу в премьер-лиге. Ансамбль «Войнах» готовится отпраздновать свое 70-летие. Награждены лауреаты 2 конкурсов избиркома Чеченской Республики. Это и многое другое в рубрике «Экспресс-инфо» с Рустамом Угаевым. Главный праздник работников милиции, День милиции, в Чеченской Республике отметят скачками на Гудермесском ипподроме. Об этом заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе встречи с министром внутренних дел по Чеченской Республике Русланом Алхановым. На этой же встрече было заявлено, что 10 ноября отличившиеся сотрудники правоохранительных органов будут отмечены высокими наградами. Также Кадыров сообщил и о том, что принято решение оплатить за счет средств фонда имени Ахмата Кадырова расходы родственников погибших сотрудников правоохранительных органов, желающих совершить в текущем году паломничество в священную Мекку. Глава республики высоко оценил работу подразделения МВД по Чеченской Республике, но при этом поручил министру усилить работу Управления собственной безопасности МВД по Чеченской Республике. В свою очередь Руслан Алханов поблагодарил главу республики за внимание и заботу, оказываемые им семьям погибших сотрудников правоохранительных органов. Он отметил, что ситуация в республике находится под контролем правоохранительных органов. В Грозном появится самая красивая в мире мечеть, и в этой связи в республике уже объявлен конкурс на лучший ее проект, сообщил в СМИ на этой неделе президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, новая мечеть будет рассчитана примерно на 5-7 тысяч человек. Финансирование победившего проекта будет осуществляться региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова. Конкурсную комиссию возглавит начальник фирмы «Мечетьстрой» Амруди Эдельгириев. Ожидается, что мечеть будет расположена в одном из самых красивых и живописных мест столицы. Как отметил председатель комитета Чеченской Республики по архитектуре и градостроительству Джалал Кадиев, в республике имеются квалифицированные специалисты в области архитектуры и градостроительства, которые справятся с поставленной задачей. Имя нового главного тренера футбольного клуба «Терек» станет известно уже через 2 недели. Об этом на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сообщил министр по физической культуре, спорту и туризму республики Хайдар Алханов. Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с одним из кандидатов на этот пост. При этом министр не стал называть имени кандидата, отметив только, что он широко известен в стране, в свое время играл за сборную СССР. Министр выразил надежду, что результаты переговоров будут известны уже через 2 недели. Алханов также сообщил, что текущий сезон команда завершит исполняющим обязанности главного тренера Шахином Дениевым. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что в этом году Тереку удалось реализовать поставленную перед клубом задачу.
29 ноября в городе Грозный пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-летия со дня образования Чеченского государственного танцевального ансамбля «Войнах». Об этом на заседании оргкомитета по празднованию юбилея сообщил председатель правительства Чеченской Республики Одесс Байсултанов. По его словам, основные празднества пройдут в Государственном театрально-концертном зале Грозного. Ожидается, что на юбилейный вечер ансамбля прибудут многочисленные гости из различных регионов России и мира, а также представители известных национальных танцевальных коллективов. Ожидается, что к юбилею Войнаха две государственные чеченские телерадиокомпании подготовят к показу фильма об истории сегодняшнем дне танцевального коллектива. Также планируется, что будет выпущен специальный выпуск республиканских газет, приуроченный к этой дате. В театрально-концертном зале города Грозный прошел торжественный вечер, приуроченный ко Дню народного единства. В вечере приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации Адам Делимханов, спикер чеченского парламента Духлах Абдурахманов, руководители министерств и ведомств, главы администрации, представители чеченской интеллигенции, национальных культурных центров, общественных объединений республики, а также жители столицы. В ходе торжеств Адам Делимханов от имени президента Чеченской Республики зачитал поздравления, в котором отмечалось, что всего за несколько лет Чеченская Республика смогла полностью возродиться и занять достойное место среди субъектов Российской Федерации. В концертной программе в честь праздника приняли участие представители татарского, кумыкского, аварского, ногайского и других национальных объединений республики. В фойе концертного зала зрителям были представлены изделия народных промыслов и блюда национальных кухонь. 434 паломника из Чеченской Республики совершат в этом году хадж бесплатно. Их поездку в святые для каждого мусульманина места оплатил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Как сообщил помощник президента республики Адам Джаутаханов, бесплатно совершить хадж смогут жители республики, относящиеся к малоимущим и нуждающимся слоям населения. Среди них родственники погибших сотрудников милиции, старики и молодежь, женщины и дети из разных районов республики. Планируется, что паломники будут выезжать отдельными группами, каждая из которых будет по 2 врача для оказания при необходимости первой медицинской помощи. Возглавит группу представитель Духовного управления мусульман республики. Ожидается, что вылет первой группы паломников из Чеченской Республики в Саудовскую Аравию состоится 16 ноября уже из аэропорта Грозный. В Шатойском районе в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Контрафакт» сотрудниками правоохранительных органов республики был задержан КАМАЗ, в котором находилось большое количество контрафактной спиртосодержащей продукции. При досмотре автомобиля в кузове было обнаружено около 100 ящиков, в которых находились водка, коньяк, вино, различные настойки, без сопроводительных документов с явными признаками фальсификации. В общей сложности милиционеры изъяли свыше 1000 литров виноводочной продукции, подделанной под известные российские марки. Установлено, что изъятый алкоголь принадлежал 2 жительницам Шатойского района, которые намеревались реализовать контрафактную продукцию на территории Чеченской Республики. Образцы изъятой продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр при МВД Чеченской Республики. Агропромышленное предприятие «Чечен Агрохолдинг» планирует запустить в ближайшее время в Чеченской Республике мини-заводы по переработке продукции сельского хозяйства и животноводства. Об этом сообщил директор предприятия Умар Гучигов. По его словам, для будущих мини-заводов планируется закупить итальянское оборудование. К настоящему моменту уже устанавливается оборудование для производства молочных продуктов, твердых, полутвердых, мягких сыров, творога и сливок. Компания «Чечен Агрохолдинг» начала работу в ноябре 2007 года. В состав компании входит с десяток комплексных полеводческих бригад, а на развитие животноводства нацелено до 60 ферм. Не так давно за достижением высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства на 11-м международном форуме «Золотая осень-2009» в Москве Чечен Агрохолдинг удостоен серебряной медали. В Министерстве культуры состоялось награждение победителей республиканского конкурса среди публичных библиотек и конкурса «Учимся выбирать» среди домов культуры, клубов и творческих коллективов. Конкурсы были объявлены избирательной комиссией Чеченской Республики в конце февраля в рамках плана мероприятий по повышению гражданско-правовой культуры избирателей республики. По итогам конкурса «Лучшая библиотека города» признана Центральная городская библиотека. В номинации «Лучшая библиотека села» победила библиотека села Знаменская Натеречного района. В конкурсе «Учимся выбирать», объявленном среди домов культуры, клубов и творческих коллективов, в номинации «Клубные учреждения» победителем стал Курчеловский районный дом культуры. В номинации «Творческие коллективы» победителем стал сельский дом культуры села Ульяновское Наурского района. Все победители конкурсов получили от избирательной комиссии денежные премии и памятные призы. В поселке Войково Октябрьского района Грозного состоялось открытие школы номер 91. Новое учебное заведение стало 9-м по счету из строящихся 16 школ, которое было открыто в столице республики в текущем году. Сообщается, что школа является одной из самых оснащенных и оборудованных школ города Грозный.
Так, в трехэтажном здании учебного заведения, рассчитанного на 360 учебных посадочных мест, имеется пищеблок, столовая, спортивные и актовые залы. Классы оснащены современным оборудованием. На территории школы есть также футбольное поле. По словам мэра столицы Муслима Хучиева, залогом успешного развития сферы образования в республике является пристальное внимание со стороны президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В этой связи отметим, что только с 1 сентября текущего года в чеченской столице открыто 8 новых школ. Все они построены заново по специально разработанным проектам. Республиканское МВД на этой неделе приступило к операции «Автомобиль», целью которой является выявление автотранспорта, находящегося в розыске, и автомашин с чрезмерной тонировкой стекол. У милиции появилась оперативная информация о том, что именно на автотранспорте с тонированными стеклами преступники перемещаются по территории республики. Уже заявлено, что спецмероприятия будут продолжаться до тех пор, пока на дорогах Чеченской Республики не будет осуществлять движение автотранспорт, документы и тонировка которых будет соответствовать установленным нормам эксплуатации транспортного средства. О проблеме тонированных авто и выходе из сложившейся ситуации в еженедельной рубрике «Дайджест недели». В понедельник президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с командирами частей и подразделений МВД по Чеченской Республике. Одна из тем встречи – тонированные автомобили, а если быть более точным – растонировка этих самых автомобилей. Лейтмотив задало заявление Рамзана Кадырова, что растонирование машин не прихоть и не блажь, а одно из средств борьбы с бандподпольем. Безопасность, безопасная речь. Я был обучен, нет, مش هتخليش مش هتعرض سمعت حباري بريور طبيعي هنا خبر كي بوش وين نريد بول بوش كده اكاج دي ازر مش $6 كده نعم بلونك ضيع مش يفضل دعس اخبرك مش على عيوز مش ونعم ايش بندي شو كده تغلب وين دعونا اراد وكنا وصل دي دعونا تنحو دور يحكي وين نحن ندش دعونا نحن безопасно решить, что это сказать. Сюда надо, а плён наехать чигдона. Ха, выйдет кида. Глава республики подчеркнул, что на тонированных машинах могут ездить только очень ограниченное количество лиц. Отстоит он президенту Делхилчи, воеваешь собственных клетом хилцамик. Что богурдина. Ну-ка. Милсош иштаца изиот шорта шикир ханю, ойочун шил шикирадуар, хохшин кирнаха, дина бюсина дахитина, иш воин беершду. Вой ведрибу работники милиции. Вот церковь доим что делаешь? Церковь нюцх ишен курштили. Потому что хатса я говорю, шеца идая кан хажал президенту и кайкам бина. Вой то борт это шо яхду ал вокчу олш, дас олш, вош олш, нанс олш. Ишен кан точер арвали и кечем бин арвали. Чи игил кадар ёздадер хазадер. Исходя из общегосударственных интересов. Определенный Дыржка был нахбу, он рекомендовал министру внутренних дел именно Цанбаолу, министру соответствующий, инструкции соответствующий приказ, по-моему, 21.10 за номером 62, издать на то Цацболш, Дыржаболш, Нагна, шей Эдел Рух Школш, Чалхи Хилретир, Цанбаолью, использованием, допустим, автотранспорта с усиленной тонировкой. Инициатива президента понятна. Подчас именно в тонированных машинах перемещаются участники бандподполья. Более того, в тонированной машине можно перевезти не только людей, но и вооружение и взрывчатку. يبقى انا ما قال انها مثلا سو وهي حياه بو هذا بعض زوم خوشي هون دي لوشيش تدي عاتو زي ما دي خوشي شال انا اسمي جاي له اس ناس اللي علي عم دي مش ايش كده ناس هون شو بطلت ليه لو شغال كده هنا وجد دون رو عاد دون بلوش حياه سياسه كل اللي تعاك وكنت تسيس كده مش سكويز ما جوش لي نوتي جميل مش جوان جايلش اي حاجه على هاي كده سكويز ما جوش لي شو عمل كده تاخد عيوت ده هجا ده تيرليش بو اكستريميست بو وش دي عسيعه دي عبو خير ده سكويز نو جوش ليس كده اسيكت براسي العياقه كده لو كده اي من ده командир начальник так определенно нахбош у нас мирный нас все мирно бабы кида стало все плёнок гуляет
Буквально на следующий день на дорогах республики подразделения ДПС при поддержке других структур принялись снимать пленку с тонированных машин. Российские машины, иномарки, маршрутки и грузовики пленку снимали со всех. Тем, у кого на машинах установлены тонированные стекла заводского производства, настоятельно рекомендовали снять их и установить стекла с нормальной светопропускаемостью. Просто круг били, полностью чек цегу, круг бьешь. А вы что, киев дало? Цен определенно ел храню, на киев дочь круг дату я клеил школьная, юный цен может дало, мы такие цен детазер дует. Акция по растонированию нашла поддержку у значительной части граждан республики. Те же, кто выступает против этого, должны уяснить, что в первую очередь эти действия направлены на их же благо. В последнее время, в связи с участившимися подрывами террористов-смертников, эта акция в ряду других играет профилактическую роль. زمنا يمكن إذا عارف يبين بول بتقبل تريش عادي كمان ها عيو صعوات عيو صعوات يسلم والله يبيخ بيخ Рейдовые мероприятия по снятию тонировочной пленки продолжаются в режиме нон-стоп на всех дорогах республики. Посты ГИБДД стоят на всех более или менее крупных перекрестках. Хочется обратиться к ним с одной просьбой – не бросать снятую с машин пленку на проезжую часть и тротуары. Работа тех, кто очищает наши улицы, не менее важна. Да и у гостей республики может создать сомнение о низком культурном уровне наших стражей порядка. По республике даются мероприятия, несколько тысяч пленок даякнаю, в том числе قطعة المشين شحياخايو بوليس تو تنيرن بشوندي وخشوينست إحرخيلا преступник шилиалхан нестелова на границе заква виевиша он перемешался таксите тюндера и пленкша и бандит штаслиш болди дайохши по республике жмасара я езаала хиетсон республике ха пленки штагал люлю тервошвац насквозь чак гушхла езерюала хиетсон. Если брать во внимание то, что тонировочная пленка существенно влияет на адекватное восприятие дорожной ситуации, а говоря проще, ухудшает видимость, то это еще и способ обезопасить участников движения и пешеходов. Так что, пожалуйста, снимите тонировку со своих машин. По этой причине резко ухудшается обзорность места водителя, в результате чего водитель не в состоянии мгновенно реагировать на препятствия, которые он встречает при исследовании на улицах и дорогах, в результате чего он не может изменить направление движения, не может экстренно принять торможение, потому что очень поздно замечает препятствие, так как у него ухудшена видимость. И по этой причине очень много дорожно-транспортных происшествий случается, поэтому же в первую очередь чрезмерная тонировка стекол запрещена государственным стандартом. Глава республики отметил, что акция носит временный характер и после нормализации обстановки каждый желающий сможет затонировать свою машину. Ну а теперь всесильный интернет от Чеченской Республики. Что говорят о Чеченской Республике на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что у нас откроется исламское телевидение и радио, что власти Чеченской Республики отменили Ичкерию, что Мисс Москва 2009 отслужила на Северном Кавказе. Однако это далеко не все, что говорили о нас в интернете. Ченет.Инфо с обзором глобальной сети интернет за минувшую неделю. На этой неделе целый ряд электронных ресурсов заявил о том, что в ближайшее время типография «Путь» намерена запустить в республике вещание исламского радио и телевидения. Ожидается, что основной тематикой будущих теле- и радиопрограмм станет религия. Как отмечает издание, об этом на встрече с Рамзаном Кадыровым сообщил советник президента по вопросу о религии Адам Шахидов.
При этом отмечается, что в новых электронных СМИ богословами будут читаться радиопроповеди, а верующие смогут в прямом эфире получить ответы на свои вопросы по религиозной тематике. Кроме этого, ожидается, что в эфире появятся и передачи о жизни и судьбе известных проповедников и религиозных деятелей. Сообщается, что глава республики Рамзан Кадыров поддержал новые инициативы типографии и подчеркнул, что в работу по духовно-нравственному воспитанию необходимо вовлечь и представителей других национальностей и конфессий, проживающих в Чеченской Республике. В исправительной колонии строгого режима номер 5 города Пензы 10 ноября состоится торжественное открытие мусульманского молельного дома. Об этом сообщает информационно-аналитический интернет-портал «Ислам в Российской Федерации». Как заявил изданию имам-хатыб соборной мечети города Пензы Рафик Шабанов, молельный дом на территории колонии строгого режима построен при содействии президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Мусульманская религиозная организация «Соборная мечеть города Пензы» благодарит главу Чеченской Республики за оказанную материальную помощь в постройке мечети на территории учреждения. Помощь таких знаменитых людей, как Рамзан Кадыров, весьма значима для нас, отмечает в связи с ожидаемым открытием Рафик Шабанов со страниц электронного издания. Похоже, что меры по борьбе с алкоголем, предпринятые Рамзаном Кадыровым, приобретают все большую популярность и своих последователей в других регионах России. Так, на неделе электронные ресурсы Краснодарского края сообщили о том, что в Сочи добрались уже и до пива. А именно, мэр города Сочи своим указом запретил розничную продажу, в том числе и на разлив, а также употребление пива в точках общественного питания, расположенных ближе, чем на расстоянии 100 метров от входа на вокзалы, аэропорты, спортивные объекты и оптовые продовольственные рынки. Напомним, что ранее продажа пива в Сочи была запрещена лишь в непосредственной близости от детских садов, школ и больниц города. Право установления ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе и пива, принадлежит субъектам Российской Федерации, и потому соответствующий закон уже действует в Краснодарском крае, отметил в связи с нововведением представитель администрации Сочи. Спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов подписал распоряжение о распуске парламента и правительства Ичкерии и остальных сомнительных объединений, действующих от имени чеченского народа за пределами республики, сообщает на этой неделе целый ряд электронных изданий. Помимо так называемой Ичкерии, в список сомнительных объектов вошел и так называемый Кавказский Эмират, сообщает электронное издание газеты «Коммерсант». При этом приводятся слова чеченского спикера о том, что распоряжение имеет всего лишь морально-психологическое значение, поскольку конституционный процесс в республике завершен уже давно. При этом Абдурахманов отмечает, что руководящих органов этих сомнительных контор в природе не существует вовсе, поскольку орган, называющий себя парламентом, состоит из двух авантюристов, находящихся в Париже, а так называемое правительство, тоже из двух человек, располагается в Лондоне, а не в самой республике. На международном кинофестивале в немецком Лейпциге престижную премию кинокритиков «Феприси» завоевал довольно оригинальный и увлекательный документальный фильм словацкого режиссера-документалиста Петра Кирикеша «Как варилась история». Об этом сообщает интернет-портал словацкого радио. Фильм, завоевавший симпатию кинокритиков, рассказывает о сложных и порой драматических судьбах военных поваров разных стран и захватывает отрезок времени от Первой мировой войны до двух военных кампаний в Чеченской Республике. Авторы материала подчеркивают, что фильм о кашеварах создан совместными усилиями австрийских, чешских и словацких документалистов. При этом отмечается, что фестиваль документального кино в Лейпциге является одним из старейших в мире. Сообщается, что в этом году он проводился уже в 52-й раз, и победа кинодокументалистов на таком виде форума свидетельствует о высоком художественном мастерстве словацкого режиссера. Главное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации предъявило адресное обвинение по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, сообщил в СМИ официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Напомним, Анастасию Бабурову Маркелова, представлявшего интересы потерпевших по делу об убийстве жительницы Чеченской Республики Эльзы Кунгаевой, застрелили в Москве 19 января текущего года. Обвинение предъявлено задержанным оперативным сотрудникам ФСБ и МВД России, уроженцам Москвы Никите Тихонову и Евгении Хасис. По сведениям российских СМИ, Тихонов и Хасис, которых подозревают в двойном убийстве, являются бывшими членами запрещенной националистической организации ультраправого толка. Как отметил представитель СКП, следствие проверяет причастность задержанных к совершению и других преступлений.
Признанная красавица Юлия Образцова попробовала себя в роли ведущей гала-концерта звезд российской эстрады. Она приняла участие в серии благотворительных мероприятий, которые прошли в Чеченской Республике и в Ингушетии, сообщает электронный ресурс «Экспресс-газеты». «Это очень важная для меня поездка», рассказала мисс Москва. «Для меня это не просто профессиональный опыт, но еще и акт проявления гражданской позиции, поэтому я сочла за честь приглашение принять участие в этих концертах», приводят слова Образцовой авторы публикации. Напомним, обладательница титула «Мисс Москва-2009» Юлия Образцова стала известна широкой аудитории после исполнения песни Ирины Дубцовой «Отрекаюсь». За свою недолгую карьеру Юля снялась в 3 клипах и в кинофильмах «Московские истории», которые совсем скоро выйдут на экраны страны. Кроме того, на недавно прошедшей в Москве неделе российской моды Юлия представила собственную коллекцию одежды. В Грозном началась подготовка к первому бизнес-форуму, посвященному развитию среднего и малого бизнеса в сфере оптово-розничной торговли и общественного питания, который, как ожидается, пройдет с 24 по 25 ноября текущего года. Об этом сообщает целый ряд чеченских электронных ресурсов. При этом отмечается, что программа форума предусматривает проведение сессии по теме «Общие проблемы развития малого и среднего бизнеса Чеченской Республики». Ожидается, что в рамках мероприятия будет работать выставка по актуальным проблемам развития розничной торговли в сфере общественного питания и сфере обслуживания. Организаторами форума выступают региональный комитет по делам молодежи, комитет по малому бизнесу и предпринимательству, торгово-промышленная палата, ассоциация малого бизнеса республики, а также компания Green Marca Conference, проводившая в начале июня в Грозном форум High-Tech.com 2009 по актуальным проблемам развития индустрии IP-технологий, безопасности и связи. Бывшему заместителю прокурора Чеченской Республики Игорю Самохину предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. По версии обвинения, в 2002 году, будучи прокурором города Аргун, Самохин узнал о вооруженном столкновении с членами банд подполья. В 2003 году, уже работая заместителем прокурора республики, он записал, что якобы лично выезжал на место происшествия и был ранен. Таким образом, он получил статус потерпевшего. По информации газеты «Коммерсант», в 2005 году, уже работая в Волгограде, он попытался оформить инвалидность, якобы наступившую вследствие полученного ранения. В связи с инвалидностью Самохин собирается получить компенсацию на сумму более 200 тысяч рублей. В Чеченской прокуратуре усомнились, что требования бывшего сотрудника законна. Была проведена проверка, выявившая признаки подлога. Да, вот действительно скоро построят эту самую красивую мечеть, вот уж не нарадуемся. Мы продолжаем. На этой неделе наша республика, как, впрочем, и вся страна, широко отметила День единения мира. Чеченская республика, к слову сказать, является одним из немногих субъектов Российской Федерации, где не существует проблем межнационального и межконфессионального противостояния. Стремление к миру, добру и созиданию, трудолюбия братских народов Чеченской Республики всегда было и будет главной движущей силой в развитии нашего региона во благо великой страны. Об этом в еженедельной рубрике «Тема» в регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события или явления. «4 ноября в 5-й раз в стране отпраздновали День народного единства. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате, прошли во всех субъектах Российской Федерации. Жители Чеченской Республики этот день отметили массовым шествием молодежи в центре Грозного, которые окрестили молодежным маршем во имя единства. Молодые люди с многочисленными транспарантами, призывающие к единству, прошли от площади Дружбы народов по проспекту имени Владимира Путина до центральной мечети сердца Чечни. В акции приняли участие студенты 3 грозненских вузов, учащиеся школ и активисты молодежных организаций. В рамках шествия молодые люди раздавали листовки об истории праздника, однако запомнился горожанам этот марш тем, что участники движения тянули 1,5-километровый канат, символизирующий единство. Российский государственный праздник День народного единства, или как его еще называют День освобождения от польско-литовских и шведских оккупантов, отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. А началось все с того, что 16 декабря 2004 года Госдума приняла одновременно в 3 чтениях поправки в федеральный закон о днях воинской славы. Одной из поправок было введение нового праздника Дня народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 на 4 ноября.
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что, цитата, 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Конец цитаты. Мало кто знает, что День единения, как его сейчас называют, был объявлен государственным праздником еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. Со временем название праздника не раз трансформировалось, а из-за революции в начале 20 века традиция отмечать освобождение Москвы и вовсе прервалась. Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Одной из самых многонациональных республик на Кавказе некогда считалась и Чеченская республика. Здесь проживали представители более 70 национальностей. Многочисленными были диаспоры армян, евреев, украинцев и греков. Город Грозный с населением почти 500 000 человек в то время был третьим по своей численности на Северном Кавказе после Ростова и Краснодара. Но ситуация кардинально изменилась в начале 90-х годов, в период 2 военных кампаний в республике. С окончанием войны республика фактически стала моноэтническим регионом. На сегодняшний день, по разным оценкам, представителей иной национальности в Чеченской республике стало больше, но точное количество неизвестно. Сегодня в небольшой по территории республики проживают представители 46 народов. Успешно функционируют 9 национально-культурных центров и 2 национально-культурные автономии. Руководство Чеченской республики оказывает всяческое содействие в сохранении и развитии национальных культур, языка, традиций, этносов, населяющих наш благодатный край. В основном они проживают в Шелковском, Наурском, Сунжинском и Грозненском районах, но подавляющее большинство все же составляют чеченцы. Именно это побудило местные власти всерьез заняться проблемой этнополитической ситуации в регионе. Вскоре была принята концепция государственной национальной политики республики, которая представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в деятельности органов государственной власти в сфере национальных отношений. Именно этот документ стал первым, который подписал Рамзан Кадыров в качестве президента Чеченской республики. А 2 годами ранее, по поручению того же Кадырова, была восстановлена Грозненская церковь. От единства народов зависит судьба государства, как Путин поднимал в конце 20-го, начала 21 века. Сплачивая народы, поднимал Россию, которая уже стояла политически, юридически, экономически на коленях. Великий Путин так поднимал Россию. Чечню также поднимал Кадыров-старший, Кадыров-младший. Ведь первая национальная доктрина принята в Чечне. Из всех 83 субъектов первая национальная доктрина, подготовленная вашим министерством, подписанная президентом, она принята только в Чечне. И подписал ее Рамзан Кадыров. Как отметил в своем поздравлении к народу президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, этот общенациональный праздник нужен, чтобы каждый россиянин, на каком бы языке он ни говорил, какую бы веру ни исповедовал, почувствовал себя частью огромной страны, с которой связана его жизнь и жизнь его родных и близких. В единении народов России ее сила. И в единении, в согласии только мы можем построить процветающее государство, достойное поколение, духовно-нравственного воспитания. Поэтому этот праздник очень значимый для нас. В начале года Рамзан Кадыров дал указание восстановить и реконструировать этнокультурные центры, находящиеся на территории республики. По словам президента, открытие любого культурного центра – это событие республиканского масштаба, так как это способствует укреплению дружбы между народами, познанию традиций и обычаев народов, живущих рядом с нами. Необходимую помощь и поддержку деятельности региональных этнокультурных центров оказывает и руководство республики во главе с президентом Рамзаном Кадыровым, который выделил каждому этнокультурному центру автомашины, необходимую аппаратуру, музыкальные инструменты, а также денежные средства для приобретения сценических костюмов. В рамках празднования Дня единства Рамзан Кадыров встретился с представителями 35 национальностей, проживающих в республике. Для приглашенных гостей выступили представители татарского, кумыкского и ногайского национально-культурных центров, а также звезд чеченской эстрады. Президент поздравил всех собравшихся с праздником и рассказал, что без единства достигнутый в республике мир и порядок был бы невозможен. Это для нас действительно большой праздник, потому что мы, граждане Чечни, жили всегда вместе, дружно, делили последний кусок хлеба. И этот праздник, я думаю,
руководство республики мало уделяло время для вас. Ну, в сегодняшний день я вас заверяю, что наши министры, главы районов, руководители департамента будут активно заниматься, изучать все ваши проблемные вопросы и их решать. Я вам, как президент, как гарант Конституции, это заявляю. И я вас тоже хочу, чтобы вы тоже растили достойных сыновей, дочерей, чтобы от вас мы получали спортсменов, артистов, врачей, чтобы вы знали, что мы все одинаковые. Чеченцы, грузины, татары, румыны, русские, мы должны чувствовать себя комфортно, мы должны проявлять инициативы и делать все вместе. Здесь же приглашенные отмечали роль первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Кадырова. В частности, как отметил представитель Ногайского культурного центра, в трудные для его народа времена именно благодаря поддержке Ахмада Хаджи Кадырова ногайцы сохранили свою общину. По его словам, в то время, когда из 15 тысяч представителей ногайского народа в республике осталось только 3 тысячи, он восстановил их национально-культурный центр, оказал содействие в возрождении госхозов района, трудоустройстве ногайцев и представителей других этнических групп, проживающих в районе. Красивые традиции, мы видим мероприятия, мы видим их танцы, их одежду, и, конечно, мы их поддерживаем. Сегодня президент, мы сегодня это видели и слышали, дал еще раз поручение всем министрам, главам более активнее поддерживать эти народы, потому что они где-то и нуждаются в какой-то помощи, где-то, и, конечно, мы, как и всем, помогаем и будем им помогать. Руководство республики уделяет самое пристальное внимание вопросам укрепления национального, политического и культурного развития многонационального чеченского народа. По просьбам верующих, в первую очередь, в районах были построены церкви и мечети, благоустроены внутрипоселковые дороги, проведена газификация, подведен водопровод. И примечательно, что большинство этих строек реализовались в результате личных встреч представителей национальных обществ с Рамзаном Кадыровым. Руководством Чечни сегодня придается ключевое значение установлению межнационального и межконфессионального согласия, равно как и тому, чтобы все народы, населяющие чеченскую землю, чувствовали бы себя здесь комфортно. Считает, что доверие и открытость, уважение и готовность понять друг друга должны стать нормой отношений между всеми народами. С первого дня своего основания, из самого первого номера, коллектив главной республиканской газеты «Вести Республики» следует в фарватере политики главных ориентиров, намеченных чеченским руководством. Газета неизменно выступает проводником и сторонником всех инициатив президента Чеченской Республики, направленных на кардинальное переустройство чеченского общества. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты. Пришел человек, который помнил завет – посадить дерево, построить дом, вырастить сына. И этот человек выполнил завет, и вырастил он сына, а его сын поднял из руин целый город. Теперь оставалось только посадить дерево. Именно таким ярким и неожиданным образом, перефразированной цитатой древнего изречения, начинается материал Марем Нахчиевой «Здесь будет город-сад». Автор публикации рассказывает об охватившем столицу Чеченской Республики энтузиазме в озеленении родного города. Автор публикации отмечает, что, как и большинство благих дел, это благое дело тоже началось с подачи нашего президента Рамзана Кадырова. Он первым выступил с инициативой озеленения столицы Чеченской Республики и дал старт акции, посадив вместе с депутатом Госдумы Российской Федерации Адамом Емельхановым более 300 саженцев по улице Богдана Хмельницкого. Мы намерены превратить Грозный в самый красивый и зеленый город на юге России. Эти слова президента обошли все средства массовой информации Чеченской Республики, и почин главы республики был подхвачен учреждениями, организациями нашей столицы, отмечает автор публикации.
Далее сообщается о том, что мэрия Грозного утвердила программу, которая предусматривает посадить этой осенью более 15 тысяч саженцев, в том числе черного ореха, липы, ясеня. Грозный – один из самых зеленых городов Северного Кавказа. Его центр – сплошной парк. Этим строкам из краеведческих записок уже 25 лет. И сегодня настала пора вернуть нашему Грозному былую красоту, отмечает Нахчиева. «Мы хотим, чтобы Грозный утопал в зелени», сказал президент Рамзан Кадыров. И все грозненцы подхватили эти слова. «Мы хотим не когда-нибудь, а уже сегодня видеть наш город таким красивым, каким он был до войны. Мы хотим, чтобы наши дети увидели его таким, каким видели мы». Так говорят сегодня жители Грозного. И люди вновь вспоминают поэтические строки Владимира Маяковского. «Здесь будет город-сад. И этот сад мы создадим своими руками», заключает автор публикации. «Мы едины». Под таким девизом на базе отдыха «Радуга» в Ростовской области прошла работа межнационального молодежного лагеря, организаторами которого выступили Национальный совет молодежных и детских объединений России и региональное отделение Российского союза молодежи, Донской союз молодежи. Так начинается публикация Ледиева, которая рассказала со страниц очередного номера газеты об участии чеченской делегации в работе этого представительного форума. Автор сообщает, что в мероприятии приняли участие и представители чеченской молодежи из числа членов нескольких общественных и молодежных организаций и студенческого научного общества Грозненского государственного нефтяного института. Как заявили организаторы мероприятия, главной целью форума являлся обмен опытом и навыками для разрешения социальных конфликтов путем ненасильственных методов, а также разработка новых способов и технологий, снижений социальной и этнополитической напряженности в регионах. Тем не менее, подчеркивает автор, поначалу некоторые представители делегаций приняли чеченских ребят довольно прохладно. По его мнению, здесь дали себя знать негативные плоды усилий некоторых средств массовой информации и навязанный в обществе образ злого и угрюмого чеченца. Однако, очень быстро члены делегации из города Грозный смогли развеять этот миф и завоевать симпатии практически всех участников данного мероприятия. Как сообщает автор публикации, ребята из Грозного стали одной из самых ярких и заметных в лагере команд. На 2 недели лагерь стал площадкой межнационального взаимодействия и межкультурного диалога с участием представителей субъектов Российской Федерации и 10 стран СНГ. В ходе мероприятия молодежь стран СНГ не только обменялась опытом и контактами, но и услышала мнение ученых Южного федерального округа по вопросам межнациональных отношений, а также приняла участие в разработке совместных проектов, которые, несомненно, помогут в деле сближения народов, заключает автор публикации. Оборотная сторона джихада. Так озаглавил свой материал в одном из очередных выпусков газеты «Вести Республики» Висхан Халидов. Автор публикации поднимает важную и, на первый взгляд, почти незаметную проблему в обществе и рассказывает о методах и приемах членов банд подполья, прикрывающихся исламскими лозунгами в борьбе за неокрепшие души некоторой части молодежи. Как известно, на своих ошибках учатся только дураки, и сколько бы ни говорили молодым людям, только что окончившим десятилетку и жаждущим самоутверждения, что брать в руки оружие в условиях мирного времени и вступать в бандгруппу – это, во-первых, уголовное преступление, во-вторых, верный путь к гибели, отдельным великовозрастным недорослям даже не внамек, на какую скользкую стезю они вступили. Видимо, пока они и их семьи не хлебнут горя, пока юные адепты мифического джихада не умоются собственной кровью, им не понять этих прописных истин, подчеркивает Халидов. Автор публикации обрушивается с гневной и обличительной речью в адрес тех, кто затягивает эти неокрепшие умы в болото откровенной уголовщины, облаченной в одежды борьбы за чистоту ислама. Эти люди кичатся своей особой радикальной религиозной позицией, похваляются тем, что фанатично следуют поставленной цели, призывая при этом молодежь идти за ними в светлое будущее. Но достаточно бросить один взгляд на этих горе-вожаков, чтобы понять, в какое гиблое место они способны завести неокрепшие души. Под флером боевой романтики они зовут туда, где близ землянок валяются окровавленные бинты, где от немытых тел и нестиранной одежды соратников исходит смрад и запах, где коротают ночи в спальных мешках на голой земле, где люди медленно, но верно теряют свой человеческий облик, заключает автор публикации.
24-25 ноября этого года в городе Грозном пройдет первый бизнес-форум, посвященный развитию среднего и малого бизнеса в сфере оптово-розничной торговли и общественного питания. Об этом сообщает публикация Магомаевой под заголовком «Информация для деловых людей». Материал носит ознакомительно-информационный характер и повещает всех заинтересованных лиц о целях, сроках и задачах предстоящего форума. Тем не менее, автор начинает с вопроса «Почему именно в Грозном?». И тут же приводит доводы организаторов мероприятия о том, что на сегодняшний день Чеченская Республика – это один из наиболее перспективных российских регионов с огромным потенциалом для экономического роста. Необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры, а также особое внимание к данной проблеме как на федеральном, так и на местном уровне преподносит уникальные возможности для любой организации в плане экономического сотрудничества. Таким потенциалом не может похвастаться ни один другой регион Российской Федерации. Это уникальный рынок по всем параметрам. Емкость, широта, высокая покупательская способность, обусловленная значительными государственными вливаниями. Особое внимание к данному региону позволяет сконцентрировать здесь огромные средства, как на уровне частных инвестиций, так и на уровне госбюджетов для финансирования различных проектов. Приводит автор публикации аргументы тех, кто задумал и решил провести этот форум именно в чеченской столице. Остается добавить, что организаторами конкурса выступают компания Green Marca Conferences, генеральный директор Лев Гиттер, Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи, Комитет правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству, Торгово-промышленная палата Чеченской Республики, Ассоциация малого бизнеса Чеченской Республики. Напомним, что компания Green Marca Conferences уже имеет опыт проведения подобных мероприятий в Грозном. Именно этой компанией еще в июне текущего года был организован бизнес-форум Hightech.com 2009 по актуальным проблемам развития индустрии IT, технологий безопасности и связи Чеченской Республики. Наши сестры продолжают удивлять и восхищать нас и весь мир своими достижениями в науке, культуре, искусстве и спорте, заявляет сотрудник газеты Анзор Давлетукаев. И в подтверждении своих слов приводит свой рассказ о Лизе Сакуевой из горного селения Ведено, которая волею судьбы стала чемпионкой России по боксу. Исхак Сакуев, отец Лизы, выехал из родного Ведено, когда начались активные боевые действия. Судьба закинула его с семьей в российский город Саратов. Там и зародилась идея неутомимой Лизы стать спортсменкой. Отец полусерьезно ответил: «Ну давай, коль так сильно желаешь». И начались упорные занятия. Лиза Сакуева под руководством замечательного тренера, мастера спорта СССР Владимира Нечаева, выигрывая турнир за турниром, за 2 года совершила то, чего не добиваются многие спортсмены в течение всей своей спортивной карьеры. Она заняла 1-е место на чемпионате России среди молодежи. Лиза, ее братик Магомед и младшая сестра Луиза все занимаются любимым видом спорта. И, как пишут саратовские газеты, если на Украине есть известный братик Кличко, почему же не быть спортсменом Сакуевым? По мнению тренерского состава, Лиза уже вне всякого сомнения является олимпийской надеждой нашей страны. Остается добавить, что Лиза живет и занимается боксом в заводском районе города Саратова. Она учится в местном профессиональном лицее номер 20, где воспитывают строителей, сварщиков, операторов ЭВМ и спортсменов. Молодой, но уже такой успешной спортсменкой Лизой Сакуевой гордится не только Приволжский федеральный округ, но и мы, жители Чеченской Республики, гордимся тем, что земляки, живущие за пределами нашей республики, добиваются таких больших успехов. Мы действительно рады и гордимся, что наша Лиза – первая чеченка, ставшая чемпионкой страны и олимпийской надеждой сборной России, отмечает автор публикации. Писать стихи он начал еще в юношеские годы и сразу же заявил о себе как поэт-романтик. Его стихи эмоциональны, полны возвышенных чувств, мечтательны, таинственны и в то же время просты, мелодичны и изящны. Кто он, первый чеченский поэт, который вошел в библиографический словарь о русских писателях конца XIX века? Чеченец, который был знаком с великими русскими поэтами Пушкиным, Жуковским и Вяземским. Поэт-чеченец, который активно сотрудничал с издаваемым в свое время Пушкиным журналом «Современник». Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе Азыбая Айбулата Розена из Дадиюрта.
На рассвете 15 сентября 1819 года селение Дади-Юрт было окружено ермоловскими карателями. Никаких ультиматумов предъявлено не было. Артиллерия открыла огонь по домам, пехота и казачья конница пошли в атаку. Позже в своих записках проконсул Кавказа генерал Ермолов записал: «Большую часть дня продолжалось сражение, самое упорное, и ни в одном доселе случае не имели мы столь значительной потери, ибо кроме офицеров простиралось онное убитыми и ранеными до 200 человек». В том сражении в руки карателей попало чуть более 100 оставшихся в живых женщин и детей. Все мужское население села, включая и стариков, погибло в бою. Среди пленников оказались и 3 мальчика, вывезенные позже за пределы Кавказа: Петр Захаров, Бота Шамурзаев и Азибай Айбулат. Вывезенные с родины, все они стали знаменитыми и известными по тем временам людьми, но по-разному сложилась их судьба в истории и в народной памяти. Если имена Петра Захарова и Боты Шамурзаева нашему современнику хоть о чем-то говорят, то имя третьего из них, Айбулата, до недавнего времени практически оставалось неизвестным. А выяснить историю жизни Айбулата помогли изыскания литературоведа и журналиста Эльбруса Минкаилова, который с этим именем встретился впервые в 1986 году в Москве. Имя поэта Константина Михайловича Айбулата Розена часто встречалось среди авторов популярного среди интеллигентов царской России литературного журнала «Современник». От имени веяло Востоком, и уж очень оно напоминало имя мальчика, некогда вывезенного с пылающей войной Кавказом. Литературовед написал письмо губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой помочь разыскать в архивах города данные о Айбулате Розене, который много лет жил и творил в этом городе. Матвиенко оказалась человеком чутким, и вскоре из Российского государственного исторического архива пришло обстоятельное и подробное письмо с выписками из архивных дел. По ним Минкаилов и восстановил жизненный путь чеченского поэта. Так кто он, первый чеченский поэт, который вошел в библиографический словарь о русских писателях конца XIX века? Чеченец, который был знаком с великими русскими поэтами Пушкиным, Жуковским и Вяземским. Поэт-чеченец, который активно сотрудничал с издаваемым в свое время Пушкиным журналом «Современник». В той печально знаменитой схватке в Дади-Юрте с пепелища сожженного села был подобран 2-летний младенец Азибай Айбулат, который лежал и плакал у тела изрубленной матери. Его, раненого и окровавленного малыша, и взял на воспитание прапорщик Нижегородского драгунского полка барон Михаил Карлович Розен, который волею судьбы участвовал в том самом штурме Дади-Юрта в составе Кавказского корпуса генерала Ермолова. После Кавказа барон долгое время служил в Польше. Там, в Варшаве, мальчика и нарекли именем восприемника великого князя Константина. Под этим именем Константин Михайлович Айбулат Розен, чеченский мальчик из Дади-Юрта, и вошел в историю русской поэзии. Розены, воспитавшие Азибая Айбулата, были выходцами из Прибалтики и оставили заметный след в истории России. Так, один из них, Андрей Евгеньевич, был декабристом и при этом весьма решительным. О нем упоминает в своей книге «Во глубине сибирских руд» и Арнольд Гессен. Розен, поручик финляндского полка, услышав о возмущении, вернулся в казармы, поднял свою часть и направился с ней к Сенатской площади. Встречая по пути солдат, шедших на подкрепление к Николаю, он удерживал их, угрожая первого, кто пойдет на подмогу, заколоть шпагой. За поддержку восстания Розен был арестован и приговорен к 10 годам каторжных работ. После 11 лет, проведенных в Острогах, Розен был переведен рядовым на Кавказ. В годы службы на Кавказе декабрист бывал и в Чечне, в том числе и в крепости Грозной, но в экспедициях против чеченцев участия не принимал. Другой из Розенов, Егор Федорович, был известным русским поэтом и драматургом. В 1835 году он по личной рекомендации Жуковского был назначен секретарем цесаревича, будущего императора Александра II. За несколько дней до смерти по собственным настойчивым прошениям был назначен чиновником по особым поручениям при Главном управлении цензуры. Третий же, Михаил Константинович Розен, воспитатель чеченского мальчика, был военным. Благодаря обширным связям Розенов Айбулат был знаком со многими выдающимися личностями своего времени, знаменитыми поэтами Пушкиным, Вяземским и Жуковским. Айбулат был знаком и с известными журналистами и издателями того времени – Краевским, Плетневым, Некрасовым и другими. Не лишено основания мнение и о том, что Айбулат мог быть знаком с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Известно, что великий поэт часто и свободно бывал в доме Розенов. А ведь Айбулат был не только одних с ним лет, но и имел страсть к сочинительству. Кроме того, известно, что в окружении Лермонтова из числа чеченцев входили Петр Захаров и Бота Шамурзаев, один из возможных прототипов лермонтовского Измаил-бея. Бота, как старший из 3 пленников из Дади-Юрта, мог еще говорить и на родном языке. В момент пленения ему было уже 9 лет. Как известно, в свое время его приблизил к себе великий князь Константин Павлович. С Ботой Шамурзаевым связана не менее интересная легенда, объясняющая, почему Лермонтов не только не погиб в ожесточенных схватках на Кавказе, но и не был ни разу серьезно ранен. Бота, не желая его гибели, посоветовал тому идти в бой во всем белом.
И когда молодой поэт врывался в чеченские завалы в белой бурке, в белой горской шапке и на белом коне, чеченцы кричали: «Не трогайте этого Геаура, он хочет в рай!» Но вернемся к нашему герою. В 1826 году Михаил Розен вышел в отставку и переехал в свое имение в Харьковской губернии. Там и прошло чуть более 12 лет жизни Айбулата. Здесь он познакомился с Пушкиным и с его приятелями, друзьями Щербининым и Кавериным. Писать стихи Айбулат начал еще в юношеские годы и сразу же заявил о себе как поэт-романтик. Его стихи эмоциональны, полны возвышенных чувств, мечтательны, таинственны и в то же время просты, мелодичны и изящны. Кипучий вал, тревожный вал, что так таинственно, так рано, куда направил путь крылатый, где льется песнею богатой, любимец вольный океана, главу кудрявую поднял. Не там ли смолкнешь ты, бегун, октавы звучные Тарквата, средь поэтических лагун? Стихи Айбулата сразу нашли путь к читателю. Они публиковались в самых популярных российских журналах середины XIX века, в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском инвалиде» и других. Поэзия его высоко оценивалась литературной критикой того времени, и оценки эти были заслужены поэтом. Его романтическая лирика пользовалась популярностью, а стихотворение «Смерть» часто перепечатывалось и даже переписывалось Лермонтову. Поэт писал в основном о любви, но создавал он стихи и на восточные темы, как, например, «Галей Мирза». Галей Мирза не знает страха, он рубит с одного размаха. Всегда его стрела доходит, кинжал раздора не заводит. Его рука верна, смела, от головы и до седла, куда назначил верный глаз, но мстит всегда один лишь раз. Эти строки дышат Кавказом, живут далекой, так и неопознанной родиной, родиной сына гор и чеченца. Наверное, все-таки поэт подсознательно, почти на генетическом уровне чувствовал зов крови, зов утерянной родины, и это чувство так или иначе отразилось и в его творчестве. Братья Розены смогли дать своему воспитаннику не только лучшее в России образование, но смогли устроить его карьеру. Так, в феврале 1839 года, 22 лет от роду, он по высочайшему повелению был определен в канцелярские служители комиссариатского департамента военного министерства, где за 4 года он вырос до колледжского регистратора. С 1844 года Айбулат работает в канцелярии уже в должности статс-секретаря по принятию прошений, затем колледжским секретарем, а с 1855 года в должности помощника столоначальника и чина колледжского асессора, 8-й чин из 14 в табеле о рангах, который соответствует званию майора воинской службы. Работает в хозяйственном управлении при Синоде. В 1858 году Айбулат Розен выходит на пенсию, и согласно делу, хранящемуся в фонде Министерства императорского двора, ему назначается пенсия размером в 200 рублей серебром в год. В том же фонде имеется и уведомление в канцелярию кабинета его императорского величества за подписью министра императорского двора Адлерберга о назначении негласным образом пансиона в размере 200 рублей серебром Айбулату Константину Михайловичу и доверенность на получение денег. Умер Айбулат в апреле 1865 года. С тех пор прах Константина Михайловича Айбулата Розена покоится на одном из кладбищ города Санкт-Петербурга. Ну что ж, у нас на этом все. С вами был Вален Генаев. Мы увидимся с вами ровно через неделю. До свидания, до новых встреч.